30-м годам 20 века у казахов сформировалась многочисленная и свободолюбивая интеллигенция. В казахах справедливо видели не только физическую, но и мыслительную силу, способную сплотить тюркские народы Центральной Азии и Идель-Урала против империи. Алашардинцы пытались соединить казахов с татарами и башкирами, Кавказом, а ряд интеллигентов объединить весь Туркестан. В результате подверглись практически все казахские азаматы, как противники, так и сторонники советской власти. Аймагамбетов Аккенже прожил всего лишь 36 лет, служил в отряде Алаш-Орда, жертва репрессий. Родился в 1896 году. После 1917 года участвовал в социальной работе, помогал в работе районных и областных казахских комитетов, оказал финансовое содействие. Воевал против красных, был руководителем. Дружил Турагулом Абайулла. Он оказывал финансовую и продуктовую помощь нуждающимся ученикам, а также казахам из Жетысу и Сырдарьи, подвергавшимся голоду и ссылке. В 1928 году был раскулачен. Отобрали около 200 голов скота и вместе с семьей 6 человек сослан в Сырдарьинский округ. Умер в 1932 году. Эдель-Улы Динче 17 декабря 1928 года был арестован вооруженным отрядом ГПУ за якобы оказание сопротивления проведению конфискации крупных баев. Был одним из 13 человек, приговоренных к расстрелу по знаменитому Алашскому делу. Расстрелян 21 апреля 1930 года в Москве и тайно захоронен в Аганьковском кладбище. Динче Эдель-Улы был самым молодым казахом, репрессированным по Алашскому делу. Он прожил всего 30 лет. Беков Орынбек. Писатель, общественный деятель. Родился в 1898 году. В 1923 году был начальником милиции Каркаралинского уезда, затем заведующим отдела Семипалатинского губисполкома. В 1925 году по решению ВКПБ Краевого комитета был переведен в аппарат Народного комиссариата труда. В 1928 году был редактором газеты «Тильши», выпускаемой в Алмате, а в 1930 году стал директором Казахского театра драмы. В 1937 году был арестован по ложному обвинению и приговорен к расстрелу. Гатулин Мансур. Личность, чье имя напрямую связано с историческим документом Бисюдын-хата. Прожил всего 34 года. Родился в 1903 году. В 1936 по 1937 годах был секретарем Акмолинского райкомпартии. Мансур Гатаулин открыто выражал недовольство действиями Филиппа Голощекина, сообщал о случаях массового голода в казахской степи в годы коллективизации, за что был репрессирован. Подписал документ «Письмо 5» совместно с Мусреповым, Давлетгалиевым, Куанышевым, Алтынбековым, в котором сообщалось о катастрофическом положении Казахстана в 1930-е годы. Калменов Атлаш. Закончил 3 высших учебных заведения. В 1917 году гимназию в городе Актюбе. В 1921 году Ташкентский рабфак. В 1935 году Всесоюзную академию планирования в Москве. Трудовой путь начинал в 1922 по 1926 годы с должности представителя в Оренбургском государственном торговом учреждении с апреля 1935 года по сентябрь.
1936 года он был заместителем Народного комиссара местной промышленности Казахской АССР, затем вырос до должности наркома местной промышленности. Был арестован в январе 1938 года и как враг народа был расстрелян. Молдажанов Ильяс, поэт, журналист, с 1918 года в составе военизированной конной армии правительства Алашорды воевал на Семиреченском фронте. В 1920 году перешел на сторону советской власти, был военным комиссаром 3-го казахского кавалерийского военного полка. 1935 по 1937 годы народный комиссар финансов КАС СССР. В 1938 году арестован и расстрелян. Ильяс с ранних лет занимался творчеством, около 10 поэм и хис, вышедших из-под его пера, хранятся в научной библиотеке Казанского университета. Жубанов Кудайберген, первый казахский профессор и один из основоположников казахского языкознания, 1932, тюрколог, педагог. Родился в 1899 году, владел следующими языками: персидским, арабским, русским, латинским, турецким, японским, французским, английским, немецким языками. С 1932 года и вплоть до ареста в ноябре 1937 года был профессором и заведовал кафедрой казахского языка и литературы Казахского педагогического института. В 1937 году был арестован по ложному обвинению и приговорен к расстрелу. Тоғжанов Гаппас, литературный критик, публицист. Родился в 1900 году. В 1917 году окончил Омскую гимназию. В 1922 по 1923 годах учился в Среднеазиатском университете в Ташкенте. Затем в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова. В 1922 по 1923 годах был ответственным секретарем газеты «Жас Алаш», выпускающихся в Ташкенте. В 1923 по 1924 годах был секретарем казахской секции печатей Центрального Востока. С 1936 по 1937 годы Тоғжанов возглавлял управление искусств при Совнаркоме Казахской ССР. Жургенов Темирбек, государственный деятель, один из столпов казахской культуры. Получил начальное образование в училище имени Суханова в Перовске, ныне Кызылорда. Затем в 1921 по 1923 годы учился в Оренбургском рабочем факультете. В 1923 году закончил юридический факультет Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте. В 1929 году был назначен наркомом финансов Таджикской ССР. С 1930 по 1933 годы был наркомом народного просвещения Узбекской ССР. С 1933 года работал на должности наркома народного просвещения Казахской ССР. В 1937 году был арестован как враг народа и приговорен к расстрелу.